Приветствуем вас, друзья, на YouTube-канале Гагауз Медиа. Это проект «Единомышленники», и здесь мы ведем дискуссии, к которым и вас приглашаем. Самое слабое звено в автономии – это власть законодательная и исполнительная. Так думаем мы. Многочисленные нарушения законов самим Народным собранием Гагаузии и полная несостоятельность нынешнего исполкома привели Гагаузию к краху политическому, финансовому и экономическому. Такого не было никогда. И вот оно случилось. 2 года назад обещанный край мечты довел до ручки не только тех, кто эти обещания давал, но и саму автономию. Негативный предел в беззаконии и безответственности самой власти автономии достигнут. И что дальше? Друзья, мы с Еленой Карамид сегодня будем дискутировать о политической ситуации в гагаузской автономии. Считаем нужным углубиться в анализ действий Народного собрания Гагаузии и отдельных депутатов. И делать это мы будем со специалистом, хорошо разбирающимся в законодательстве. Поэтому вы оставайтесь с нами, ставьте лайки и подпишитесь, друзья, на наш канал Гагауз Медиа в YouTube. Наши дискуссии о важном помните и присоединяйтесь. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в студии проекта «Единомышленники» доктор права, преподаватель Камрадского государственного университета Игорь Янак. Игорь Янак, доктор права, преподаватель КГУ. С 2007 года по настоящее время работает преподавателем кафедры публичного права Камрадского государственного университета. В 2013 и 2014 годах исполнял обязанности заведующего кафедрой частного права КГУ. В период с 2017 по 2019 год занимал должность исполняющего обязанности декана юридического факультета КГУ. С 2024 года является председателем общественной организации «Выбор и альтернатива для Гагаузии». Образование. Квалификации лицензиата и магистра права получил в Камрадском государственном университете. В 2013 году завершил обучение в докторантуре Института истории, государства и права Академии наук Молдовы и получил ученую степень доктор права. Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу студию. Спасибо за приглашение. Ваши комментарии очень важны, да, поэтому... Действительно, нам очень важны ваши комментарии, потому что в Гагаузии происходит очень много событий, и порой мы даже не успеваем их проанализировать, настолько они часто сменяются. И вот сегодня мы хотели бы вместе с вами остановиться на некоторых из них, посмотреть, почему это происходит, к чему это ведет нашу автономию. И вот вчера, например, состоялось заседание Народного собрания Гагаузии 27 ноября. И на этом заседании наконец-то назначили дату выборов в Народное собрание Гагаузии. Но все мы были свидетелями того, как долго нам говорили о том, что назначить дату невозможно. Невозможно, потому что Высшая судебная палата рассматривает дело о незаконной приостановке деятельности ЦИК. У нас нет института, который будет утверждать якобы решение, итоги выборов в Народное собрание Гагаузии. Но вот вчера, 27 ноября, оказалось, что можно, если захочешь, не решив эти две проблемы, все-таки дату назначить. Как такое получается? Я думаю, что отрезвление приходит в любом случае, и придет отрезвление. На самом деле, до сих пор, к большому сожалению, наши депутаты руководствовались сугубо политической целесообразностью, и не раз, в том числе заместитель председателя Народного собрания господин Лечу, юрист, говорил о том, что иногда политическая целесообразность превалирует над законностью. Поэтому и получилась у нас вот такая ситуация. Хотя, если бы изначально все было бы по закону, в 2024 году, 5 июня, когда апелляционная палата приняла соответствующее определение о признании соответствующего постановления Народного собрания незаконным в части расформирования Центральной избирательной комиссии Гагаузии, тогда наши депутаты могли обеспечить исполнение вот этого определения, могли восстановить Центральную избирательную комиссию Гагаузии, изучив законодательство Республики Молдова, могли привести избирательное законодательство Республики Молдова в соответствии с законодательством АТУ Гагаузии. И было бы меньше вопросов по поводу статуса Центральной избирательной комиссии Гагаузии.
Кроме того, что касается даты выборов, если бы депутаты тогда восстановили Центральную избирательную комиссию Гагаузии, я думаю, что выборы были бы назначены в соответствии с положениями уложения Гагаузии, а именно 16 ноября. Потому что был бы ЦИК. Да. Не исключено, что ситуация вот эта, которая была создана, проблемная ситуация, носит искусственный характер. Кто-то руководил парадом, кто-то дирижировал. И не исключено, что использовали разные инструменты вне закона, в том числе и манипулирование общественным сознанием и так далее. Что касается назначения выборов на 22 марта, здесь тоже усматриваются определенные нарушения закона, потому что даже если они берут во внимание трехмесячный срок, 12 ноября истекает срок полномочий Народного собрания, значит с 12 ноября 3 месяца. Это у нас получается 12 марта, но не 22 марта. Даже если брать во внимание февраль, там 2 дня, добавим, пускай будет. Они объясняли, что нет решения. Решение было принято после заседания Народного собрания. Решения Высшей судебной палаты не было, но они могли исполнить и обязаны были исполнить определение апелляционной палаты. Это была игра слов. Смотрите. Да, и поэтому сложилась такая ситуация. У меня такой вопрос уточняющий, для того, чтобы мы могли больше углубиться в эту тему и разобраться в каких-то деталях, которые на первый взгляд кажутся неважными, а на самом деле в этих деталях кроется самое главное, да, на мой взгляд. Вот эти задумки каких-то людей, депутатов из Народного собрания Гагаузии, которые подвели Гагаузию к тому, что было принято такое решение, чтобы не закрыть, а аннулировать или как там, приостановить действие этого ЦИК. Чье это было предложение? Чья инициатива? Ведь это была инициатива Константина. Это была инициатива большинства, раз они смогли набрать большинство голосов. Да, для принятия. Это была инициатива Константинова, которую Это была инициатива большинство. Константинова, потому что Константинов руководил большинством в Народном собрании Гагаузии. Да. А чуть выше вы сказали про Лейчу, и говоря о Лейчу Георгиевиче, вы сказали, он юрист. Мы все прекрасно знаем, это экс-прокурор Гагаузии и это генерал юстиции. И я почему обращаю внимание и нас, тут обсуждающих, и людей, но это ранг, да, генерал юстиции? Да. Это ранг. Да, это но ранг. они же несут за собой какую-то такую наделенную, ответственность на человека. И когда мы говорим о том, что решение о том, чтобы проголосовать, вернее, предложение было ЦИК, это прекратить деятельность ЦИК, и за него проголосовали, в том числе такие люди, как Георгий Лейчу, у меня возникает вопрос. Ведь отсюда начинается, от ответственности каждого депутата. Теперь нужно рассматривать то, до чего докатилась Гагаузия. Потому что один человек может инициировать все, что угодно в Народном собрании Гагаузии. Но если люди, которые понимают степень ответственности и хорошо знают законы, мы говорим опять же сейчас о Лейчу Георгиевиче, хорошо знают закон и тоже голосуют за это, разве не должны потом нести за это ответственность? Я понимаю, что коллегиальной ответственности Народного собрания нет. Насколько, может быть, мы заблуждаемся, мы с Лена Федоровной это обсуждали. Вы скажите, есть ли коллегиальная ответственность? Можно ли после такого решения Высшей судебной палаты о том, что принятое решение Народным собранием Гагаузии о прекращении деятельности Центральной избирательной комиссии незаконно, и из-за этого очень многое в гагаузской автономии, в том числе с выборами, произошло не так, как должно было быть по закону, а это не что другое, как беззаконие самого законодательного органа. Как наказать тот самый законодательный орган? Почему люди должны только слышать, люди, граждане, жители, да, то, что они предложили, проголосовали, а потом это суд все отменил. И все на этом. Вина где-то тут, люди видят вину суда, который решил отменить и выступил против Народного собрания Гагаузии. Так кто все-таки виноват в этой ситуации? Суд, который отменил решение Народного собрания Гагаузии, или все-таки народные избранники, среди которых, как вы говорите, есть бывший прокурор? Но у нас нет права утверждать и задаваться вопросом, суд ли виноват, потому что суд вынес решение. Естественно, но для человека, который просто смотрит и людям нашим пытается внушить, что мы здесь принимаем правильное решение, вот каждое наше решение суд отменяет. Да, я не зря озвучил фамилию Лейча Георгиевича по одной простой причине. И я не зря уточнила его должность. Он являлся автором многих законопроектов, в том числе, что касается внесения изменений и дополнений в уложение Гагаузии, что касается проведения конкурса на должность прокурора Гагаузии, он являлся именно автором этих всех проектов. Что касается ответственности, понятное дело, что
коллегиальная ответственность может быть только в рамках политической ответственности, то есть если их не изберут. Что касается юридической так это если ответственности... их не изберут, это люди не изберут. Да. Что касается юридической ответственности, то с 2019 года административный кодекс позволяет привлекать к ответственности, в том числе за кривые решения. То есть коллегиальный орган. В данном случае депутаты Народного собрания Гагаузии, те, которые проголосовали «за», могут быть привлечены к юридической Что для ответственности. этого надо сделать? Чтобы привлечь их к ответственности. Почему? Потому что из-за таких безответственных голосований депутатов Гагаузия дошла до того, до чего дошла. И если бы в числе депутатов даже с такими рангами высокими в юстиции и я не знаю, там есть доктора права у нас еще, депутаты. Есть еще один бывший прокурор, и есть еще в Народном собрании есть аппарат, в котором тоже есть юристы, которые должны отслеживать, насколько правомерны те или иные решения Народного собрания Гагаузии. Юристов, да, на самом деле достаточно в Народном собрании, и в числе депутатов есть очень много. И никто из них не остается наказанным, никто не получает наказание за то свое голосование. Вы понимаете, это, мне кажется, вот такая бесконечная игра в какие-то эксперименты. Да? То есть сначала это подается как очень выгодно бюджету. Сократить этот ЦИК, именно так это было подано тогда, когда инициатива озвучивалась. В результате оказалось, что Гагаузия получила незаконное решение Народного собрания Гагаузии, которое подтвердила Высшая судебная палата. Что за законодательный орган, который принимает незаконные решения, и как этому можно поставить конец? Вот вы говорите, они могут понести решение. Что для этого должно быть еще сделано в Гагаузии, чтобы депутаты отвечали за это? У нас до сих пор не было такой практики. Но на сегодняшний день закон позволяет, если будет обращение в компетентные органы... Кто может обратиться? Да. В данном случае тот, кто считает, что был нанесен ущерб его интересам. Допустим, члены Центральной избирательной комиссии, которые были незаконно уволены, с учетом того, что был нанесен ущерб материальный. Отпадает. Ни одного члена ЦИК вы не найдете, на мой взгляд, который смог бы подать такое заявление. Из простой логики исхожу. Потому что члены Центральной избирательной комиссии подбирались так. 3 человека, по-моему, от Народного собрания Гагаузии, 3 от судеб. Они все завязаны к тем органам, против которых надо выступить. Но это невозможно. Но там есть 3 человека от судебных инстанций. Есть 3 человека от судебных инстанций. Они же очень хорошо знают законы. Возможно. Все может быть, все может статься. Это один момент. Но я думаю, что и депутаты Народного собрания, с учетом того, что они обеспечивают в том числе соблюдение законности, депутаты, они принимают законы, но и обеспечивают соблюдение. Где вы видели, чтобы они соблюдали законы? Те депутаты, которые не голосовали, те депутаты, которые не были согласны с позицией большинства, могут обратиться в компетентные органы, потому что вот это кривое решение будет иметь еще последствия на миллионы лей. Почему? Они обязаны будут возместить тот ущерб, выплатить заработную плату этим работникам, которые были незаконно уволены. А если работники не потребуют выплачивать им заработную плату? Ну, я думаю, что найдутся. Работники ЦИК, бывшие сотрудники ЦИК, они могут не потребовать. А могут потребовать, Ксения. И получается такая вот ситуация, что нам всем Константинов на протяжении всего года говорил о том, что мы сокращаем ЦИК для того, чтобы сэкономить деньги в бюджете Гагаузии. А сегодня мы будем иметь ситуацию, когда придется бюджету Гагаузии, наверное, даже платить больше. Елена Федоровна, с момента, как Константинов надел черные очки на заседаниях Народного собрания Гагаузии, он уже не помнит о том, что он принимал, за что он предлагал. Он с себя снял всю ответственность, когда на заседании объявил о том, что он уходит в отставку, его отставка поддержана, назначен другой исполняющий обязанности спикера НСГ. И дальше Константинов точно так же будет рулить, просто не в должности спикера уже, мне так кажется. Я думаю, что если будут обращения в компетентные органы, то в Гагаузии может быть создана практика в части привлечения к юридической ответственности должностных лиц. Такая практика существует в Республике Молдова. У нас есть практика, когда привлекали к ответственности и депутатов, и министров, и президента бывшего, в том числе и генерального прокурора, привлекли к уголовной ответственности. Поэтому такая практика возможна и в АТО Гагаузии. Я не исключаю тот факт, что найдутся люди, которые подсчитают соответствующий ущерб, потому что я не думаю, что это только одно кривое решение. Было много кривых решений, которые имеют соответствующие последствия. Даже вот эти вопросы, связанные с выборами, да, они тоже подпадают под, так скажем, призму
незаконности, потому что все вот эти решения, которые связаны с выборами, имеют отношение к избирательным правам граждан. А избирательные права граждан – это конституционные права. Священные. Поэтому до сих пор, да, у нас не было такой практики, но я думаю, что найдутся люди, которые все-таки будут иметь чуть больше не только политической воли, но и в целом решимости. Да, решимости. И найдутся на сегодняшний день дела, которые на самом деле будут носить не просто общественный резонанс, а будут иметь отношение к справедливым определенным итогам. Вот, да, пожалуйста. Также на заседании Народного собрания Гагаузии депутат Георгий Лейчу сказал о том, что они обратились в парламент страны для того, чтобы наконец-то законно утвердили инстанцию, которая будет утверждать результаты выборов Народного собрания Гагаузии. Скажите, вот эта ситуация возникла не сегодня, не вчера, она возникла еще год назад, и наверняка, когда реформировалась Судебная реформа была связана с картой, судебной картой. Да. Вот когда эта реформа проходила, наверное, тогда уже депутаты Народного собрания Гагаузии должны были заметить, что есть определенная нестыковка в документах. Почему тогда вот такого рода заявление не поступило? Почему ждали, чтобы пришли выборы, чтобы они не прошли вовремя, и только после этого решили обратиться в парламент страны для решения этого вопроса? Я вам раскрою маленький секрет. Что касается реформирования судебной карты, то эта реформа началась еще в 2016 году. С 2016 года обсуждались вопросы, связанные с реформированием судебной карты. А кто у нас был президентом в 2016 году и чье правительство у нас было? Было, если я не ошибаюсь... Президентом был Игорь Додон. Да, правительство социалистов. В данном случае, вот что касается обсуждения судебной карты, не за 2 дня реформировали судебную карту. В том числе депутаты Народного собрания участвовали в обсуждении, может быть, неофициально, но участвовали в обсуждении вопросов реформирования судебной карты. А раскройте, пожалуйста, скобки. Реформирование, чтобы люди понимали, что это означает? Это карта самая. Это означало, да, изначально обсуждали идею, чтобы присоединить офис суда Вулканешты суду Кахул, потому что там расстояние близкое, да. Потом обсуждалась идея апелляционной палаты Юг, Центр и Север. То есть было до этого апелляционная палата Кахул, Камрат, Кишинев, Бельцы и Бендеры. И решили сократить количество апелляционных палат, оставили 3. Центр, Север, Юг. Обсуждали вопрос насчет центрального офиса, да, предлагали центральный офис в Камрате, но в конечном итоге постановили, что будет центральный офис в Кагуле, но с местонахождением в Камрате. То есть на сегодняшний день мы имеем апелляционную палату Юг с местонахождением в Камрате и с местонахождением... Что это лишило Камрата? Вот такое решение. На самом деле, депутаты Народного собрания Гагаузии, если не вышли с законодательной инициативой в парламенте Республики Молдова, такое право гарантируется статьей 73 Конституции, они могли выйти с такой законодательной инициативой. Если у них не получилось, они могли при внесении изменений и дополнений в уложение Гагаузии, вот когда было более 100 изменений, могли там просто поменять синтагму апелляционная палата Камрат на синтагму апелляционная палата Юг с местонахождением в Камрате. И никаких проблем просто синтагму могли поменять, сегодня. И не было бы вот этой игры слов. Это вот эти изменения, вы говорите, в уложении, которые Народное собрание делало в январе 2025 года. Да. То есть получается, что о вот этих вот, о карте, скажем, как вы назвали ее, да, судебная карта. Судебная карта, да. Ну как минимум, возвращаясь опять сейчас к господину Лейчу, господин Лейчу, как никто другой, знал об этом, да? И я думаю, что он и обсуждал эти вопросы. Неофициально, может быть, но обсуждал. Но, однако, это не было включено. И сейчас на чем, как спекулируют, как мне кажется, да, что у нас отобрали апелляционную палату. Это просто игра слов. Это так или нет? У нас есть или нет апелляционной палаты? Есть апелляционная палата Камрат. Именуется как апелляционная палата Юг с местонахождением Камрат. Имеет возможности апелляционная палата Юг с местонахождением Камрат, в том числе рассматривать административные дела, а именно утверждать результаты выборов Башкана и результаты выборов. То есть то, о чем говорили депутаты Народного собрания, что у нас нет структуры органа судебного, который будет подтверждать выборы, утверждать результаты. Наигранно, искусственно. Они, то есть, не договаривают, врут?
На самом деле это... На самом деле это игра слов. Я сейчас приведу даже другой пример. Вот что касается прокурора Гагаузии. Везде в законах АТО Гагаузии была синтагма «прокурор Гагаузии», а в законах Республики Молдова синтагма «главный прокурор прокуратуры АТО Гагаузии». То есть, что касается названия, они и до этого расходились. Сейчас есть проблема. У нас долгое время была синтагма «трибунал Камрата». Долгое время. Даже когда были внесены изменения, соответствующие законы. То есть, здесь, я думаю, что но трибунала не было. То есть в Молдове нет такого трибунала де-факто термина, не было, но да. в уложении такое понятие было. Я думаю, что нет на сегодняшний день оснований для того, чтобы не назначать и не проводить выборы, потому что, видите ли, нет синтагмы апелляционная палата Камрат, а есть какая-то другая синтагма. Название может быть... То есть это отговорки? Да, я думаю, что это всего лишь... Хорошо, давайте вот все, о чем мы сейчас говорим, мы пытаемся, как мне сейчас показалось, свести к какому-то очень серьезному разговору, как это и должно быть, как мы и хотим, анализу. Но все то, что мы сейчас выносим на обсуждение, расформировали ЦИК. Сказали, что нет апелл-палаты, которая законно могла бы утвердить вот результаты выборов. Ну, высосанные из пальца, что называется, идеи, которые превращают депутаты Народного собрания Гагаузии, какая-то группа этих депутатов, превращают их в главную повестку дня жизни гагаузской автономии. И все внимание должно быть приковано только к этому. И на ГРТ, где они бывают, и они говорят о том, сегодня господину Ильичу достается много, видимо, потому что мы говорим о законодательстве. Он тоже говорит с эфира ГРТ радиослушателям, и снова вводятся люди в заблуждение, что это главное, чего у нас нет, поэтому мы не назначаем выборы. В результате последнее заседание Народного собрания Гагаузии почему-то показывает, что надо все-таки назначить дату выборов. А ведь не было же еще решения судебной палаты тогда, когда депутаты принимали это решение. Что сподвигло? Опять же, давайте не превращать Гагаузию в территорию, где живут 5-летние дети. Но вот здесь есть достаточно много взрослых людей, здравомыслящих, которые понимают, что та группа депутатов в Народном собрании, которая взялась за реализацию каких-то сценариев, унижающих гагаузскую автономию, и статус ее, и жителей, и граждан, уже не скрываются эти схемы, потому что очевидно совершенно, что нет серьезных проблем для того, чтобы не проводить выборы. И это стало достоянием общественности вчера на заседании Народного собрания Гагаузии, когда они назначили дату. Но теперь вы говорите, 12 марта должны были назначить, но 22. Вот мне кажется, что совершенно не имеет... Извините, я, возможно, сейчас нарушаю какие-то, может быть, по закону обязаны были назначить 12 марта, но вот мне, как жителю гагаузской автономии, вот мне уже прям как бы даже все равно, это будет 12 или 22 марта. Главное, что для нас, жителей гагаузской автономии, должно быть, чтобы в состав Народного собрания Гагаузии были избраны люди, которые могут умом, сердцем проникнуться тем, что реально нужно делать гагаузской автономии, и не фальшивить. Потому что мы имеем, как вначале сказали, это очень слабое звено, законодательный орган. Скажите мне, пожалуйста, вам не кажется, что это какая-то игра, в которую 2 года подряд играет Константинов и его соратники, я не знаю, там, друзья в Народном собрании, коллеги-депутаты, как угодно. И в исполкоме? И в исполкоме, да, совершенно верно. И мы все смотрим на вот это вот зрелищное, в кавычках, события, периодически проводимые. Народное собрание, исполком, какие-то брифинги. Вот как из этого выходить с юридической точки зрения? Ведь у нас очень много вот этих событий, которые, повторюсь, не совсем, но высосаны из пальца, говорю, потому что используют это выражение, но нет этой проблемы. А они ее создают и преподносят, что самое главное. Но нет проблемы, закрыта была, не закрыта, а аннулирована была деятельность приостановлена деятельность рабочей группы. После визита Мустяцы у нас все поменялось? Или как-то по-другому это все складывается? Или эти люди, которые разыгрывали эти сценарии, они стали чего-то бояться? Что происходит, на ваш взгляд? Или это новая какая-то игра? А может быть и новая игра. Да, на самом деле вот этот институциональный кризис был создан руками Народного собрания, исполнительного комитета. Что касается выхода, единственный выход – это организация новых выборов.
Другого выхода я не вижу. Хотя озвучивали идею там временного управления и так далее, но единственный легальный и легитимный способ – это организация новых выборов. Почему поменялось сознание, почему поменялось отношение? Я думаю, что до того, как был вынесен обвинительный приговор главе Гагаузии, до марта, может быть, кто-то думал, что да, пронесет. Может быть, кто-то думал, что есть слишком серьезная поддержка извне, и никаких серьезных последствий угроз для нет. должностных лиц Гагаузии не будет. После принятия вот этого решения, я думаю, что это не просто общественный резонанс, это решение является таким серьезным началом для отрезвления всех наших депутатов, в первую очередь, и всех остальных должностных лиц. Если до сих пор они иногда теряли почву под ногами, тот же самый председатель Народного собрания мог принимать решения единолично, хотя это коллегиальный орган, даже те же самые поездки могли приниматься только в рамках заседания Народного собрания. Тот же самый вопрос, связанный с группой депутатов, которые должны участвовать в переговорах, это тоже единоличное решение. Его постановление, о котором он говорил. Хотя это все должно быть оформлено постановлением, то есть большинством голосов депутатов. Сейчас вот то, что депутаты вчера решили, постановили назначить дату выборов, я думаю, что они знают истинную причину, в связи с чем уходит Дмитрий Константинов. И они прекрасно знают, что если после его ухода будут какие-то кривые, непонятные решения, то они будут нести за это ответственность. Я думаю, что многие депутаты знают, что может наступить юридическая ответственность. И их 100% за это предупредили. И вот вчера, я думаю, что депутаты постановили, что все-таки хватит уже играть в чужую игру, и все-таки стоит легализовать, легитимизировать соответствующие отношения. В данном случае я солидарен с той позицией, что выборы в любом случае должны были состояться рано или поздно. Я допускал даже ту мысль, что могут нарушить те же самые сроки. Но хорошо, что согласились на то, чтобы выборы все-таки состоялись. Потому что изначально они не могли даже определиться, когда должны быть выборы. И вот устраивали шоу, устраивали игру слов. Но вчера, я думаю, что все-таки многие депутаты даже высказали свою позицию, негативную позицию в адрес уходящего председателя Народного собрания. Я больше чем уверен, как в том анекдоте, в глубине души, может быть, у многих там есть что сказать, но при этом не могли выступить на собрании. Но тем не менее, вот это решение является правильным и единственно верным направлением. Конечно, мы не можем не спорить. Выборы должны были состояться в ноябре, не состоялись по тем причинам, о которых мы с вами говорим. И вы говорите о том, что единственным решением, которое может изменить ситуацию, это новые выборы. Анализируя предстоящие выборы, Сергей Чернев, глава госканцелярии в Камрате, говорит о том, что если выборы пройдут в ближайшее время, это будет лишь подарок Шору. А это высказывание как вы оцениваете? Что касается электорального поля, конечно же, здесь, я думаю, что и в Гагаузии есть специалисты, которые могут проанализировать ситуацию. Понятное дело, что кто-то, может быть, и физически ушел, но умственно находится на территории этого Гагаузии. И больше чем уверен, что тот же самый председатель Народного собрания уходит, чтобы потом прийти. То есть вы не верите в искренность? Вы чуть выше говорили о том, что, наверное, в законодательном органе вчера вот на заседании кто-то что-то понял, и они стали понимать. Но тогда ничего не понял и Константинов. То есть это игра Константинова тогда получается? Опять же, то есть другая игра, уже в другой роли. Да, возможно, что это другая игра. Возможно, что сейчас будет разрабатываться другой сценарий. Не исключено, что вот эти люди будут пристально следить за избирательным процессом этого Гагаузии, и не исключено даже внешнее вмешательство в избирательный процесс этого Гагаузии. А что вы имеете в виду внешнее вмешательство? Имеется в виду финансирование из-за рубежа. То есть все как было? Все как было, да. А так что изменилось? Ничего не изменилось? Встреча с Мустяце для Константинова
первые 2-3 недели там все обсуждали, ну вот, он понял, ему сказали, ему популярно объяснили, он не дурак, он понимает, что ему нужно что-то принимать, какие-то решения, чем это чревато для него. Вчера на заседании Народного собрания некоторые депутаты сказали, что вы спасали свой спиртзавод, и поэтому вот так-то себя повели сейчас после мустяции, поменяли пластинку, кто-то ему там говорил. То есть получается, что вы говорите, не исключено внешнего... А что тогда изменилось? Тогда приезд мустяцы, какие-то переговоры с Константиновым, уход Константинова на второй план. То есть теперь он серый кардинал всех сценариев, которые будут происходить дальше. И получается, что связь Шора или, вернее, влияние Шора на предстоящие выборы действительно продолжится, по вашей логике. Я думаю, что мы не должны все-таки исключать тот момент, что у председателя Народного собрания есть и проблемы со здоровьем, потому что он не раз акцентировал на это внимание. Мы забываем еще один важный момент. Есть судебный процесс. Да, на 46 миллионов. И там могут быть очень серьезные последствия. Так, может быть, это и есть как раз та точка, о которой шел разговор, когда они встречались с мустяцем? Я не знаю про встречу, честно признаться, и не знаю про содержание разговора. Никто не знает, да, о чем они говорили. Если быть честным и объективным, я готов говорить именно с точки зрения закона и с точки зрения конкретных фактов. Есть и другие причины, в связи с чем он уходит с поста председателя. То есть вы верите, что это искренне? У Константинова такой уход. Так я понимаю вас. Вы верите, что это искренне? Уйти красиво – это значит уйти вовремя. Я думаю, что он это правило знает. Угу. Вы верите? И своеобразно он уходит вовремя, чтобы не нести в дальнейшем ответственность. Наверное, вот эта часть, она более существенная. Да, в данном случае да. Уйти, чтобы вернуться, или уйти вообще? Да, он в политике не первый день, и я думаю, что в любом случае он прогнозировал и прогнозирует определенные ситуации. И в данном случае, я думаю, что руководит парадом на самом деле на территории АТО Гагаузии не Константинов, руководит парадом здесь извне определенные люди. И думаю, что у нас были и до этого выборы Башкана в Гагаузии. В 2015 году говорили мы вместе с Россией, и после этого говорили мы вместе с Россией. И не раз акцентировали внимание на то, что Россия пристально следит за избирательным процессом и в АТО Гагаузии, и в Республике Молдова. Поэтому мы не должны исключать этот момент. И самое главное, те люди, которые захотят на сегодняшний день пойти, те же самые депутаты Народного собрания Гагаузии, должны осознавать и понимать, что у них будут очень и очень серьезные конкуренты именно и в части избирательных технологий, в части финансирования, и в части использования того же самого административного ресурса. Но проблема не в том, чтобы люди пошли. Всегда на выборах были и кандидаты достойные, и менее достойные на любых выборах, да, и на последних башканских в том числе. Дело в том, что избиратели не готовы определить, кто из них как себя повел, будучи в этой должности, за кого стоит голосовать, кто больше навредил, кто способен помочь, кто способен развивать Гагаузию. Вот нет этой подготовленности у избирателей, как мне кажется. И поэтому выборы следующие, как Лена Федоровна приводила в пример Сергея Чернева, вот эту цитату, да, любые выборы в ближайшее время – это подарок Шору. Чтобы не оказалось, что мало того, что Гагаузия 2 года назад у Шора на блюдечке золотой каемочкой оказалась на руках, то и через 2 года, когда пройдут выборы в Народное собрание Гагаузии, продолжится эта эпопея связи Гагаузии с Шором. Что касается новых выборов, я думаю, что на самом деле это выборы должны быть новыми, должны быть новые люди. А должны быть, это все зависит от людей. С людьми надо общаться, людям надо рассказывать. Мы все являемся свидетелями того, что даже на общественном телевидении, да, ГРТ не всегда рассказывает те вещи, которые происходят у нас в АТО Гагаузии. Понятное дело, что на сегодняшний день люди зависимы от той информации, которая преподносится. И вот это манипулирование, которое происходило на сегодняшний день, оно будет происходить, если не будут использоваться другие инструменты. Для этого в АТО Гагаузии, я думаю, что есть необходимость создать определенную гражданскую платформу или платформу гражданского общества. И общаясь с людьми, рассказывая им про те проблемы, которые на самом деле существуют, я думаю, что у многих в сознании, да, поменяется, отрезвление все-таки придет.
Да, можно вот такой вот вопрос. На последнем заседании никто ни разу не поднял тему, которая касается досрочных выборов Башкана, которые говорили очень часто раньше. А вообще вот в обществе, ваш взгляд, есть какая-то активность по поводу предстоящих? Суда. Да, я понимаю, что нет решения суда, но это не исключало возможность об этом говорить. И наблюдаете ли вы, потому что стали говорить о том, что есть определенные люди, которые уже ведут определенную деятельность, которая, возможно, делается для того, чтобы потом представить себя в качестве кандидата в Башканы. Вы замечаете такую активность в автономии? Если честно, да. Если То есть честно, фактически люди готовятся к выборам Башкана. Люди обсуждают возможность проведения новых выборов Башкана Гагаузии. Если честно, даже обсуждают кандидатуры соответствующие. Люди просто общество? Или как определенные политики? Нет, общество, люди. Простые люди. Вот, с кем я встречаюсь, просто общаюсь и так далее. Есть мнение, что вот те события, которые происходят в Камрате, вот Николай Харламович Дудоглы иногда собирают, да, и вот эти события связаны не только с выборами Народного собрания, но и с выборами Башкана Гагаузии. И де юре, и де факто не исключено, что на следующий год будут выборы Народного собрания и выборы Башкана Гагаузии. То есть это к той дате 22 марта, о которой говорили депутаты, она не говорили, они приняли решение, да, что 22 марта пройдут выборы. К этой дате могут подойти выборы Башкана, как вы думаете, поэтому? Вот единственное, депутаты не согласны с тем, что в один день есть необходимость провести, потому что это разные институты, законодательная, исполнительная власть. А вы что думаете, как человек, который знает, что такое было, да? Мы знаем, что такое было. Что касается совмещения выборов, референдумов и так далее, как показывает практика, в том числе зарубежных стран, такая возможность есть. В целях экономии, как они любят говорить, в целях экономии определенных финансовых ресурсов. И в Молдове такая практика. Да, есть такая возможность, тем более в АТУ Гагаузии. Многие знают друг друга, и в том числе, что касается кандидатов, я не думаю, что они будут ошибаться или будут привязывать к определенной политической силе. Выборы Башкана Гагаузии в любом случае будут проходить отдельно, выборы Народного собрания в Гагаузии будут проходить отдельно. Но такая возможность и с политической точки зрения, и с правовой точки зрения есть. Вы знаете, вы затронули разговор об этой группе Николая Дудогла, или как называли они себя? Комитет спасения, если я что-то читала. Комитет спасения Гагаузии. Комитет спасения Гагаузии. Вот насколько убедителен был вот этот комитет, если смотрели вот это их встреча, эти декларации, то, о чем состав этого комитета спасения. Что вам говорит вот такой состав людей, которые заявляют о том, что надо спасать Гагаузию? Если честно, это неплохо, когда люди собираются, обсуждают какие-то идеи. Но что касается новых идей, за 30 лет все участники вот этого круглого стола прямо или косвенно участвовали в жизни, в том числе политической жизни АТО Гагаузии. И те проблемы, которые имеем мы сегодня, на сегодняшний день, они не за 2 года, не за 3 года образовались, создавались. Мы за 30 лет потихонечку дошли до того, что Гагаузия сегодня не воспринимается как автономия, не только, допустим, среди представителей Кишинева, но и среди представителей Гагаузии. У очень многих там какой-то собственнический подход, кто-то рассматривает Гагаузию сугубо в личных интересах, корпоративных интересах. И в данном случае вот это мероприятие, которое было проведено, может быть, и там были какие-то идеи по поводу сохранения автономно-территориального образования Гагаузии, но эти люди, которые там сидели, они имели физически возможность что-то поменять в Гагаузии. И в части сохранения языка, культуры, и в части развития экономики. Они имели возможность развивать то же самое местное самоуправление, но при этом, увы, к большому сожалению, одними идеями, одними, так скажем, лозунгами
в Гагаузии мы ничего поменять не вы сможем. знаете, меня смутил просто как человека, который следит за тем, чтобы... И я, конечно, хотела бы, как любой здравомыслящий и думающий об автономии гражданин, чтобы появлялись такие комитеты, скажем, да, или гражданские сообщества, как вы говорите. Но меня смутил средний возраст. Я так подсчитала, те люди, которые сидели за вот этим столом... Все помнят КПСС. Все помнят КПСС, а я насчитала старше 65, и тогда... Что это? Ну, то есть, что это? Мы уже видим, что у нас в Народном собрании Гагаузии засиделись некоторые персоны депутатами по 16, по 12 лет, и плоды их труда в кавычках, плоды их труда и вреда не в кавычках, для Гагаузии настолько очевидно, что уже пора смотреть, за кого мы голосуем, потому что следующие выборы, я так понимаю, что они могут быть либо реально очень... Если жители автономии отнесутся к этому очень серьезно, выбирать депутатов, именно тех, за плечами которых стоит какой-то созидательный путь их жизни, профессиональный, иной, и тогда можно надеяться на то, что у Гагаузии появится какое-то, я не знаю, новое вдохновение после 30 лет разного рода ошибок, все-таки, совершая ошибки, двигаться и вперед, да? Потому что не могут власти не совершать ошибки. Любой представитель власти совершает их, и это нормально, но если нет развития Гагаузии, а 30 лет они имели отношение, как вы сказали, эти люди с Комитета спасения к руководству автономии на разных должностях, в Народном собрании такая же картина, и теперь нам предлагают, что Комитет спасения, где средний возраст 65 и выше, а где молодежь. Я смотрю на это так. Если в каких-то сообществах, которые заявляют о себе как политическое сообщество или политическая партия, или гражданское сообщество, это мое субъективное мнение, я думаю, что если там нет молодых людей, если нет людей с серьезным опытом, с авторитетом в обществе, то нет жизни у этих организаций. Почему нет жизни? Потому что не может люди, которые средний возраст 65, представлять гагаузскую автономию. Нет в их числе, в их составе нет того, кто может быть завтрашним днем Гагаузии, в буквальном смысле этого слова. То есть мы не говорим сейчас о том, почему молодежь пассивна. Мы как-то с вами тут в одном из наших выпусков говорили, в одном из наших выпусков. Но и надеяться на то, что люди, которые по разным причинам хотят вернуться к власти тогда, когда они уже здесь были, и ничего особенного для жизни гагаузской автономии не сделали, то получается, что никто за эту Гагаузию бороться и не хочет из числа тех, кто мог бы новыми силами взглянуть на автономию. А есть только те, которые отошли, как любят говорить депутаты, от кормушки когда-то и хотят снова туда вернуться. Да, на самом деле иногда люди возмущаются и спрашивают, почему ничего не меняется, но одновременно приходят к выводу, что все-таки мы иногда выбираем одних и тех же артистов больших и малых академических театров, к большому сожалению. И вот получается так, что мы хотим иметь что-то новое, и вы правильно подчеркнули, но при этом новых людей нет, новых взглядов нет, новых идей тоже нет. Потому что, как бы обидно ни было, у этих людей уже сформировалось определенное сознание, и Гагаузия, к большому сожалению, дошла до вот этой ситуации в силу того, что мы все делали, а может быть, а вдруг, а вот политическая целесообразность, все бывает, кто не ошибается. Может быть, там и где-то есть проблемы там, с Башканом или председателем Народного собрания, но это наш человек. А вот новые люди, новые идеи должны рассматриваться через призму долженствования, как должно быть. Я думаю, что в Гагаузии есть достаточно людей и для Народного собрания, и для исполнительного комитета, которые будут думать и делать так, как должно быть. Не как бывает. Как бывает, мы уже 30 лет видели, как бывает. Ну, вы знаете, вот у меня, как бывает, вы говорите, или как должно быть. На заседании Народного собрания Гагаузии, на этом последнем, один из депутатов сказал о том, что, когда рассматривали отставку Константинова, он сказал о том, что когда такие люди, занимающие такие посты в автономии, уходят с должности, они, наверное, как признак уважения к народу этого региона, должны хотя бы отчитаться за тот период, который они возглавляли, вот этот орган, законодательный орган автономии. Конечно, чего не произошло. На ваш взгляд, есть ли то, в чем может отчитаться
что-то положительное, что может сказать... Законодательно есть ли требования? Да, именно, да, это один вопрос. Есть ли требование уходящего спикера отчитаться о проделанной работе? Это первый вопрос. И второй, а есть ли в чем отчитываться данному председателю Народного собрания Гагаузии? Что впишется в историю его председательства в 7-м созыве депутатов Народного собрания Гагаузии? В истории Гагаузии были разные личности, так называемые исторические личности. Я думаю, что Дмитрий Георгиевич тоже будет относиться к исторической личности. Но вот что касается достоинств, в кавычках можем отметить некоторые достоинства. Гагаузия, к большому сожалению, из-за того, что потеряли диалог с Кишиневым, теряет ежегодно сотни миллионов лей в виде прямых, так скажем, убытков и косвенных убытков. За этот период правления за счет реформирования налогового законодательства как минимум 140 миллионов лей Гагаузия недополучала. После этого экономические субъекты, многие ушли в другие районы, да, и Гагаузия опять-таки потеряла. Что касается инвестиционного климата, инвестиционной политики, к большому сожалению, не могут ничем похвастаться, что где-то что-то построили за счет, так скажем, политики АТО Гагаузии. Что касается институционального кризиса, там, взаимоотношений между Народным собранием и исполнительным комитетом, все мы заметили, что строились эти взаимоотношения на коммерческой основе. Интересы АТО Гагаузии не защищались, к большому сожалению, и жителей автономии. Что касается полномочий, как они любят говорить, что украли полномочия, по поводу должности прокурора Гагаузии, простыми словами, чтобы людям было понятно, проморгали депутаты Народного собрания Гагаузии нынешнего созыва. Почему? Потому что еще в 2016 году были изменения в Конституцию Республики Молдова, и согласно этим изменениям прокуроры, нижестоящие прокуроры назначаются генеральным прокурором по представлению Высшего совета прокуроров, а не Народным собранием. Неужели депутаты Народного собрания Гагаузии не могли выйти с соответствующей законодательной инициативой, чтобы устранить вот это противоречие? По-моему, такая законодательная инициатива была. Я не могу, надо вернуться к этому вопросу. Мы на одной из выпусков своих должны обсудить это. По-моему, была такая законодательная инициатива, которая осталась нерассмотренная. Возможно, обсуждали, да, когда была группа, возможно, обсуждали эту идею, но при этом, как бы интересно не было, если был бы диалог, нормальный диалог, я думаю, что к этому вопросу могли вернуться. Ну, смотрите, давайте мы сейчас говорим и о Константинове, и о Народном собрании, и о законных и незаконных их действиях. Вот взяли, расформировали эту группу в то время, когда вы говорите, это единственная, да, которая могла бы хотя бы оставить этот диалог для общения, для выяснения каких-то шероховатостей во взаимоотношениях. Но сейчас Константинов после Мустяцы говорит, ничего другого нам не остается, какой бы ни был диалог, он все равно лучше. И вот в такой ситуации, понимаете, ну неужели люди, которые голосовали за этого депутата, и все другие избиратели Гагаузии, которые будут вот 22 марта голосовать за каких-то депутатов из разных округов, неужели не видно, что вот потому что так себя ведут политики, всегда проигрывает Гагаузия. Они не проигрывают отдельно взятые политики. Они всегда лоббируют свои интересы. В случае с Константиновым, и вы тут говорите, и многие уже в прессе об этом пишут, что речь о 46 миллионах. Возможно, он защищает свое. Он не будет защищать гагаузскую автономию, но все прикрываются вот этим щитом. И люди очень легко вводятся в заблуждение. Почему мы говорим о Константинове? Елена Федоровна сказала, а должен ли он отчитаться? Есть ли такое законодательное такое требование? Но дать ему оценку должны были, наверное, депутаты Народного собрания Гагаузии, потому что это все-таки человек, который руководил Народным собранием Гагаузии 4 года. И тут просто там голосуют, принимают. Один из депутатов, Иван Димитрогла, сказал следующее. Вы предали всех, кого возможно. Именно вы привели Башкана Гагаузии в тюрьму. Вели ее 2,5 года за ручку именно туда, в 13-ю тюрьму. В конце вы как трус испугались и ни разу не вышли к суду, ни разу не призвали депутата выйти к суду. Вы поставили интересы вашего спиртзавода выше интересов автономии. Вы знаете, когда я слушала заседание Народного собрания Гагаузии, и вот эту часть я как раз прослушала выступление этого депутата, такую оценку, его осекали, все не давали возможности давать какую-то оценку, и вот тут у меня возникает вопрос, имеет право депутат давать оценку человеку, который руководил 4,5 года
ну, не 4,5 года, 4 года, Народным собранием Гагаузии. И почему депутаты, остальные депутаты не заинтересованы в том, чтобы дать оценку, потому что это же важно, мне кажется. Ну, в данном случае в большей степени, я думаю, что избиратели должны дать оценку деятельности каждого депутата, в том числе и Народного собрания в целом. Мы говорим о спикере, мы не говорим о рядовых Что касается, депутатах. Председателя Народного собрания Гагаузии, депутаты должны лицо. были, вот вместе с заявлением должны были заслушать отчет о его деятельности и должны были дать соответствующую оценку. Почему я задала этот вопрос? Поясню. Если бы вот был бы такой отчет, и была бы такая оценка законодательного органа Гагаузии деятельности спикера НСГ. И если бы это на общественном радио и телевидении было бы предложено зрителям Гагаузии, жителям Гагаузии, как вот он, действительно, вот так депутаты дали оценку. И тогда у зрителей имела бы возможность появиться какая-то мысль о том, что слушайте, говорили вот так на протяжении 4 лет. Это вот Константинов говорил, берите, это законные деньги. А теперь оказалось, что он вот так. То есть люди не знают, потому что другие депутаты, которые проголосовали за него, они не дали оценку публично. Ведь голосовали-то они за него. Кстати, вы смотрели вчера это заседание? Солидарен с этой позицией. Они должны были дать оценку. Одним из принципов деятельности любого должностного лица это принцип открытости, это прозрачности, отчетности. Тогда, получается, этот принцип он нарушен. обязан был отчитываться, и этот отчет должны были опубликовать, в том числе на общественном телевидении. И люди должны знать, чем занимался председатель Народного собрания, чем занималось Народное собрание и чем занимались депутаты. Депутаты этого не сделали. Кто может запросить такого рода отчет от ушедшего уже в отставку? Никто. К сожалению, нет. Только общественность, может быть, какая-то общественная организация сможет составить отчет, опубликовать, и люди уже сами дадут оценку. Смотрите, как глубоко теперь уходят корни. Человек, которого избрали спикером, он не отчитался и не сказал, вот мои успехи как спикера. Может быть, есть и успехи, о которых мы не знаем, но мог бы господин Константинов об этом сказать всем, общественности всей. Вот они неудачи наши. И, уважаемые коллеги, у вас тоже есть право дать оценку моей деятельности в должности спикера. Я с удовольствием вас послушаю и, возможно, приму, пожалуйста. Открываются дискуссии по вот этой оценке. Принимается какой-то такой... И тогда я понимаю, что это есть прозрачность. А когда человек пришел, сел и сказал, я объявляю свои отставки, все, голосуем, проголосовали, даем оценку. Да мы уже за это проголосовали, уже не говори. То есть не дали возможность депутату ни одному, ни другому высказаться. Кто-то пытался вклиниться, выкрикнуть, попытаться что-то выкрикнуть. В результате ты смотришь на заседание Народного собрания, где виновный во всем, что происходило последние, особенно 2 с лишним года в Гагаузии. Вчера господин Константинов, но мне не показалось, что он еще не спикер. Он еще спикер Народного собрания Гагаузии. То есть, почему я задала вопрос об игре? Что здесь происходит? С законодательной точки зрения человек имел право уйти и по болезни, и в отпуск, куда ему надо, и имел право подать в отставку. Но мы же видим, что нас, по-моему, еще больше хотят обмануть, чем до сих пор обманывали. Так или нет? На самом деле проблема в том, что человек, который находился во главе Народного собрания, тот, который руководил парадом, он рассматривал все через призму личного. Очень многие, к большому сожалению, путают личное с государственным. То есть привыкли, что вот у них есть личный бизнес, значит, народное собрание и публичная власть – это тоже что-то личное. Поэтому у них нет такой привычки, чтобы отчитываться. Не только народное собрание, но и исполнительный комитет. И тот, кто возглавляет исполнительный комитет, тоже не имеет привычки отчитываться. Поэтому не должно быть вот этой путаницы личное и государственное. Даже в части финансов тоже иногда бывает путаница в плане личных
и государственных. Вы знаете, одна мысль, которая подтверждает все то, что сейчас говорила Екатерина Федоровна, когда речь зашла об отставке, Константинов сказал о том, что я ухожу, чтобы убрать те красные линии, которые видит Кишинев, чтобы наконец-то возобновился диалог между Камбратом и Кишиневым. То есть он уходит не потому, что он осознал, что в его действиях были какие-то вещи неприемлемые, незаконные. Он уходит только потому, что Центр указывает, что он пересек какие-то красные линии. Сам он этого не осознает. Поэтому вот в этом что вы видите? На самом деле, может быть, и есть какие-то личные мотивы, там болезнь, другие проблемы, Но допустим, их нельзя в том числе исключать. судебный процесс. Каждый имеет право. Может быть, но я думаю, что в данном случае этот уход обусловлен тем, чтобы не нести соответствующую ответственность в рамках уже деятельности председателя. Получается, что Собрания. председатель Народного собрания Гагаузии или Уходит депутаты от могут ответственности. сделать все, что угодно, и никто не может привлечь их к ответственности? Да. По закону, получается, могут привлечь к ответственности, но до сих пор не было такой практики, и люди не верят, что их могут привлечь к ответственности. До сих пор люди не верили, что могут привлечь к ответственности за электоральную коррупцию. Люди не верили, что могут президента привлечь к ответственности, министра, депутатов парламента. Но такая практика в Республике Молдова есть. И возможно, не исключено, что на территории АТО Гагаузии у нас не было и практики, чтобы Башкана привлекали к уголовной ответственности и доводили дело до суда. И тем более назначали реальный приговор. Такой практики не было в Гагаузии. Но возможно, что мы будем иметь такую практику, когда депутаты Народного собрания Гагаузии, в том числе председатели Народного собрания Гагаузии, будут нести не только политическую ответственность, но и юридическую ответственность, включая уголовную ответственность. Вот это, наверное, то, что нужно гагаузской автономии для того, чтобы, как вы в начале этого выпуска сказали, люди потихонечку протрезвление начинается или происходит, И вы сказали. оздоровление определенное нашего общества. Давайте перейдем к нашей рубрике «Люди говорят что», а наших зрителей мы попросим оставаться с нами, потому что мы продолжим свою дискуссию после коротких вопросов и коротких ответов. В нашей студии сегодня Игорь Янак, доктор права. Оставайтесь с нами, говорим о Гагаузии. Люди говорят, что... Люди говорят, что стыд, позор и никакого уважения нет к такому органу, как сегодняшнее Народное собрание Гагаузии. На самом деле, тот, кто трезво оценивает ситуацию, даже в тех же самых комментариях люди отмечают, что такого цирка они не видели никогда. Люди говорят, что власть автономии не приняла никаких законов или программ, чтобы молодежь могла реализовать себя здесь, в автономии. На самом деле есть вопросы по поводу молодежной политики. Даже сейчас те люди, которые раньше участвовали в молодежных каких-то правительствах и так далее, жалуются на то, что их обманули. И нет никаких проектов на сегодняшний день, которые связаны с молодежной политикой, с молодежным правительством. И тем более, что касается финансирования этих проектов. Люди говорят, что не понимают, за какие заслуги депутаты получат по 6 месячных окладов по завершению мандата. Единственная заслуга, что они сами внесли изменения в законодательство и сами обеспечили себя этими пособиями. То есть эти 6 месячных окладов они сами себе прописали? Они сами себе это прописали и сами же не хотят отказываться от этих пособий. То есть жители Скажите Гагаузии... это еще раз, чтобы Да, жители нет. Гагаузии поняли. Да. Депутаты. Депутаты сами внесли изменения в законодательство и обеспечили себе эти пособия. И это несколько миллионов из бюджета АТО Гагаузии. Было предложено некоторыми депутатами отказаться от этих пособий в связи с тем, что в Гагаузии есть экономические проблемы, и тем более надо в холодный период помогать людям. Да. Те же самые депутаты отказались от той идеи, чтобы не получать вот эти оклады, и, естественно, преследуют просто корыстную цель. Жители должны понимать, что заканчивается их мандат, они уже работать не будут, но 6 месяцев они будут продолжать получать заработную плату в том же объеме, что получали тогда, когда работали. И на это они предусмотрели 1,8 миллиона в лет. Да. Это 13 или 14 депутатов, которые работали на постоянной основе, то есть не весь состав депутатов. Люди говорят, что некоторые политики пытаются стереть из памяти людей свои связи с Шором. Сейчас
как показывает практика, многие отрекаются от шора, считают, что их добросовестно ввели в заблуждение, кто-то случайно оказался на сцене. Но, тем не менее, хочу сказать, что, может быть, и кто-то отказывается, то, что имел определенные связи. Но я думаю, что средства массовой информации помнят все факты, и очень надеюсь, что многие фотографии сохранились. Люди говорят, что ни в исполкоме, ни в Народном собрании Гагаузии не думают о создании новых рабочих мест в регионе. Если брать во внимание экономическое положение, все признают, что очень тяжелое экономическое положение в Гагаузии. Что касается рабочих мест, рабочие места могут создаваться, когда есть благоприятный инвестиционный климат, а для этого должна быть политическая стабильность. Рабочие места могут появляться, когда есть определенная экономическая стабильность. Почему нет этой стабильности? Одним предложением, из-за кого? Стабильность нет, потому что нет политической стабильности, потому что депутаты Народного собрания Гагаузии, скорее всего, не знают, что такое инвестиционный климат, и, скорее всего, не знают, что такое инвестиции. Они считают, что инвестиции, если кто-то извне кому-то подарил миллионы, если кто-то понаобещал 500 миллионов евро, вот это инвестиция, обещание – это инвестиции. Инвестиция – это немножко другое. Да, совершенно верно. Люди говорят, что села совсем не чувствуют поддержку властей автономии для своего развития. На самом деле в селах очень плачевная ситуация. Многие села опустошаются. Есть целые улицы, которые пустые. Мы должны признать, что на уровне республики были какие-то программы, были какие-то инвестиции в рамках программы «Европейское село». А вот что касается программ в рамках исполнительного комитета, в рамках Народного собрания Гагаузии, на сегодняшний день отсутствует. И в ближайшей перспективе, я не знаю, может быть, кто-то выйдет с такой инициативой, но мы должны поддерживать в первую очередь села, потому что села поддерживают периферийные города, естественно, поддерживают центр и так далее. Маленькая ремарка. До ГУЦОЛ фонд капитальных вложений составлял 56 миллионов. После края мечты, которые она обещала, на 2026 год заложено всего лишь 20 миллионов. Это те деньги, которые пойдут на развитие сел и городов автономии. Люди говорят, что законодательный орган автономии показывает пример, как жить, не соблюдая законы. Да, на самом деле наши депутаты не придумали, а использовали такую синтагму, как политическая целесообразность, и считали, что политическая целесообразность превалирует над законностью. Хотя везде говорится о том, что принцип законности является главным принципом правового государства, правильного, справедливого государства, и могут использоваться определенные инструменты политической целесообразности, но в рамках законности. Мы поэтому имеем вот эти кривые последствия, потому что все делали не по закону. Юристы знают так. Если вы не знаете, как правильно сделать, делайте просто по закону. Вот просто понимаете, какой коллапс в гагаузской автономии, в законодательном органе, что он именуется законодательным органом гагаузской автономии. Он призван принимать законы. Народное собрание Гагаузии должно следить за выполнением законов, должно требовать выполнения законов, если они кем-то нарушаются. А мы имеем орган, который сам нарушает законодательные процессы в гагаузской автономии. И спрашивается, а зачем нужен такой орган? Я несколько дней назад имела беседу с одним приятелем, который... Я не люблю это слово «патриот», потому что его демонизировали вот такие люди, как Михаил Влах и прочие, которые называют себя патриотами. Мы видим на деле, что они сделали с общественной компанией, о которой будем говорить позже. Но этот человек говорит о том, как мне заставить себя пойти на выборы и проголосовать за новых депутатов Народного собрания Гагаузии. А это совершенно адекватно думающий, анализирующий ситуацию, понимающий. Вы понимаете? То есть вот этот законодательный орган довел ситуацию в Гагаузии до того, дискредитировал. Да, это очень правильное, наверное, слово Елена Федоровна, хорошо характеризует то, что сделало это Народное собрание. Мы не говорим обо всех депутатах, потому что, опять же, мы говорим о том большинстве, которое было руководимо господином Константиновым. Это правильно, потому что и в этом созыве Народного собрания Гагаузии были живые, здоровые голоса, которые призывали не нарушать, которые призывали не ликвидировать ЦИК, которые призывали не аннулировать работу, деятельность этой
рабочие группы, да. которые призывали оставаться рукопожатной автономией, которой предстоит решать очень много важных финансовых, экономических и так далее проблем. Но в целом у людей, которые просто люди-избиратели, у них апатия к тому, чтобы голосовать, потому что ни одно заседание, ни одно от слова заседание Народного собрания Гагаузии не проходило за последнее время без криков, без ора. Ну не то, что за последние 2 года, это было долгое время. Без криков, без ора, без оскорблений, без унижений, без попыток подраться либо у двери, либо в самом зале заседания. И у нормальных людей, которые хотят голосовать за то, чтобы был законодательный орган, а не просто вот такой, у них нет желания ходить на выборы. Не только у людей нет желания ходить на выборы, но и зачастую человек, который смотрит и видит, как проходят эти заседания, он понимает, что он не сможет выдержать то, что происходит на заседаниях. Ты смотришь со стороны и ужасаешься. А люди представляют себя там внутри, так они понимают, что они не смогут противостоять тому нахальству, лицемерию и так далее, которые присутствуют там. Вот на наш взгляд, слабое звено, самое слабое звено – это Народное собрание Гагаузии и исполком. А при всем при этом именно эти 2 органа являются руководящими в гагаузской автономии. Их отчетов нет, их успехов нет, мы не слышим ни успехов, ни самокритичного отношения. И вот в связи с этим, в связи с тем, что у нас вот такое слабое звено сегодня руководит гагаузской автономией, обе ветви власти, возникает такой вопрос. Откуда браться другой силе, которая может предложить здоровую повестку дня для развития гагаузской автономии? И что должно быть сделано для того, чтобы Кишинев понял, что у гагаузской автономии не только группа Константинова и его депутатов, не только группа Шора в исполкоме и в НСГ, а группа других людей, которые понимают, что этот позор случился, потому что случился, но ему можно поставить конец. Что должно произойти, на ваш взгляд? Или кто может что сделать, наверное? По моему мнению, там, где есть авторитет, там есть власть. С учетом того, что не было авторитета у Народного собрания, даже Владимир Чимпаеш, юрист, практикующий адвокат, жаловался на то, что суды не принимают во внимание местные законы. По той причине, что нет авторитета у Народного собрания Гагаузии. У нас, к сожалению, до сих пор нет авторитета у того же самого исполнительного комитета и не смогли заработать авторитет для такого важного института, как Башкан Гагаузии. Все время ссылаться на то, что кто бы ни был, как бы ни было, это же наше и тому подобное. Не как бы, а как должно быть. Вот когда заработает авторитет Народное собрание, а заработает авторитет Народное собрание, когда там будут авторитетные личности. Уважаемые люди правильно сказали, что должно быть элементарное взаимоуважение. Что касается Народного собрания Гагаузии, есть добросовестное заблуждение, что должно быть 35 новых депутатов. Не сможем мы набрать 35 одинаково думающих людей. Не должны быть одинаково. Да, группы. Но для Народного собрания, для нормального функционирования необходимо иметь 18 депутатов, которые будут думать и которые будут работать. Вот в Гагаузии, я думаю, что есть 18 человек, которые обладают определенным авторитетом и готовы поднять авторитет Народного собрания в Гагаузии. Народное собрание, когда будет иметь авторитет, то за счет авторитета Народного собрания поднимется авторитет его исполнительного комитета, потому что Народное собрание контролирует деятельность исполнительного комитета, формирует исполнительный комитет, могут отправить в отставку исполнительный комитет. То же самое могут требовать от Башкана исполнения своих обязанностей. Поэтому для того, чтобы навести порядок в Гагаузии, нам необходимо в первую очередь обеспечить авторитет для Народного собрания Гагаузии. И для Народного собрания Гагаузии, я думаю, что в Гагаузии найдется 18 человек, которые захотят работать. И я сомневаюсь, что в Гагаузии нет таких людей, которые... Законом прописано 35? У нас 35 округов. Будут 35 депутатов, но для нормального функционирования необходимо 18 депутатов, которые хотят работать. А остальные могут бездействовать, могут предлагать определенные кривые решения. Но если вот эти 18 депутатов будут принимать правильные решения,
то тогда кривых последствий у Мы нас с вами не будет. понимаем, что все в руках людей. Да, эти избирателей. 18 человек должны прийти в Народное собрание Гагаузии, но сегодня выбирают, в большинстве своем люди привыкли выбирать, что нам покажут, нам укажут или нам подскажут, за кого выбирать. А подсказывают, к сожалению, не тех людей, которые могут созидать, а тех людей, которые лояльны к тем или иным людям, силам политическим. Если честно, будем говорить вещи своими именами. Выборы в парламент Республики Молдова, выборы в парламент Республики Молдова продемонстрировали, что если есть политическая воля, есть все законные инструменты, есть институциональные возможности, чтобы навести порядок. Если будут элементы незаконного финансирования, есть инструменты, связанные с ответственностью. И вплоть до того, даже у нас была практика, когда на день выборов показывали дверь. Если будут вмешательства извне, тоже могут показать, да, на выход. В данном случае в АТО Гагаузии до сих пор, да, выборы проводились, как проводились. Народ избрал. На самом деле деньги выбирали, но народ избрал. А на сегодняшний день можно обеспечить действительности, чтобы это было волей и заявлением народа, людей, жителей Гагаузии. Вот тогда поверьте мне, что я не думаю, что все 100% думают одинаково. Но все дело в том, что вы говорите, можно положить, конечно, правоохранительные органы на основе примеров, которые уже были, подкупов и прочее, могут сработать, допустим, да, сработают очень оперативно, активно, и подкуп на выборах будет невозможен. Но уже люди, которые придумали разные схемы, от Шора, как минимум, да, они же придумают другие схемы, как подобраться к тем избирателям, чтобы эти избиратели проголосовали за нужных людей, вот этой группе, которая заинтересована в продвижении интересов Шора в Гагаузии. И, наверное, Центральная избирательная комиссия мне кажется, на уровне страны действовала совсем по-другому. То есть она видела, замечала, реагировала. Наша Центральная избирательная комиссия, к сожалению, тоже, как и Народное собрание Гагаузии, не всегда работала. Она была управляемой. Это и есть минус. В 2024 году вступили в силу изменения в избирательном законодательстве Республики Молдова. Так. Выборы региональные в АТО Гагаузии, Народного собрания и Башкана Гагаузии проводятся в соответствии с местными законами и в соответствии с настоящим кодексом, то есть кодексом Республики Молдова. Так. Поэтому на территории АТО Гагаузии, что касается, к примеру, возрастного ценза, что касается требований к кандидатам, эти все требования будут, естественно, исходя из законодательства АТО Гагаузии. Да. Что касается элементов правонарушений, преступлений и тому подобное, это уже будет компетенция не Центральной избирательной комиссии АТО Гагаузии, а это будет уже компетенция других органов. Что касается соблюдения конституционных прав граждан, право избирать и быть избранным, это компетенция Центральной избирательной комиссии Республики Молдова. Если до сих пор, до 2024 года, почему у нас сложилась такая ситуация? Автономия на самом деле пользовалась полной политической автономией, хотя все говорили, что у нас нет политической автономии, вот нам оставили только там культурную и тому подобное. На самом деле была полная политическая автономия. То сейчас, на сегодняшний день, будет тоже полная политическая автономия, но под контролем государственных институтов. То же самое касается и финансовых аспектов. С одной стороны, это хорошо, то, что людям раздают рубли российские. Есть у многих, я думаю, что и родственники были в этом числе. Да, с одной стороны, я понимаю, кому-то не хватает. С одной стороны, понимаю, что людям надо оказывать определенную помощь. Но когда оказывается помощь из финансовых средств государства, государство контролирует формирование, распределение и использование финансовых ресурсов, это один момент. А когда из теневой экономики имеет место вливание в экономику другого государства определенных финансовых ресурсов, это влияет в том числе и на инфляционные процессы. Вот сегодня люди жалуются, почему у нас все дорожает. Потому что не хватает того, что есть определенные проблемы, связанные с теневой экономикой. Еще и где-то извне кто-то умудряется вливать неучтенные финансовые ресурсы, денежные ресурсы в экономику Республики Молдова. То есть человек должен понимать, что как будто вот эта вот помощь приходила на протяжении 18 месяцев этим людям, но это играло против них, потому что инфляция увеличивается. Поймите правильно, мы сейчас можем собрать все деньги, да, в том числе из-за рубежа, и распределить всем по 1 миллиону или по несколько миллионов. Но тогда хлеб будет стоить не 10 ли,
Хлеб тогда может стоить и 5 тысяч ли, и 10 тысяч ли. То есть вот эти финансовые ресурсы, которые имеются в государстве, они должны администрироваться, контролироваться государством. Нельзя просто так извне приносить и вливать эти деньги в депутат экономику. вчера говорил о том, Григорий Дюргерис Бешалмы, что ну и пусть приходят эти деньги. Когда государство берет от Европейского Союза деньги, они вливаются в финансовую систему страны, на них смотрят положительно, в них не видят никакого электорального подкупа. А вот если те деньги, которые шли другим путем, вот они в Гагаузию, их принимать не нужно. Вот, то есть в чем соль здесь? Что касается помощи... Соль в законности. Да. Этих денег. Из Европейского Союза деньги приходят очень прозрачно, и страна понимает и знает, и придумываются такие программы, как Европейское село или еще не знаю, какие еще программы, только здесь у нас тоже не были. И деньги расходуются, если это Европейского Союза деньги. И эти деньги попадают в каждый населенный пункт. Другое дело, что, может быть, и у нас в Гагаузии была коррупция с европейскими грантами связанная, и в Молдове, может быть, она есть. Это должны разбираться структуры. Но деньги, о которых мы говорим, ШОР и социальная помощь, она была незаконная, эта помощь, но людям понравилось то, что люди получали деньги на руки, вы понимаете? Вот и выборы будут людьми просматриваться сквозь призму того, что нас лишили возможности получать эти деньги. Мне так кажется. До марта месяца люди это еще запомнят. Нет, людям должны объяснять и разъяснять, и до сих пор никто не объяснял и не разъяснял. А кто будет Что касается... Я еще раз повторюсь. В Гагаузии было бы неплохо. И есть эта идея. И, в принципе, я думаю, что в ближайшее время будет еще один круглый стол по поводу платформы гражданского общества. Мы должны, хотя бы представители гражданского общества, объединиться, объяснить и разъяснить. Вот есть финансовые ресурсы государства. Государство имеет право брать кредиты. Государство может получать определенную помощь. Даже Игорь Николаевич Дадон, будучи президентом, захотел заполучить сотни российских, да, сотни миллионов российских рублей, но парламент тогда не ратифицировал этот договор. Да. Потому что парламент должен ратифицировать. Президенты договариваются, а парламент ратифицирует этот договор о финансовой помощи в том числе. Когда речь идет о финансовых ресурсах, речь идет о ресурсах, которые контролируются государством. Государство распределяет, использует, в том числе администрирует эти финансовые ресурсы. Когда идет речь о теневых финансовых ресурсах, немало случаев, когда эти финансовые ресурсы идут. Вот сегодня у нас угрожающая, так скажем, ситуация в сфере наркооборота. Даже и министр внутренних дел, и министр образования, и министр здравоохранения, они бьют тревогу. Вот эти деньги лишние, которые появляются, неучтенные деньги, они уходят на наркотрафик, они могут идти на покупку оружия, на дестабилизирующие определенные ситуации. Поэтому, с одной стороны, это неплохо, когда где-то появляются какие-то деньги. Но, с другой стороны, эти финансовые ресурсы не контролируются государством и, как правило, используются в преступных целях. Поэтому, когда мы говорим, что когда нам кто-то дает это якобы помощь, а когда вот с этой стороны дают якобы это не помощь, это тоже может рассматриваться как помощь, но через правительственные структуры, через финансовые институты, финансовые инструменты. Вот когда будет контролироваться государством, вот это и будет помощь. В обратном случае это все негативно влияет на общество. Давайте дальше будем говорить опять же о законных действиях Народного собрания Гагаузии, но уже по отношению к общественной компании ГРТ, которая, напомним тут и для себя, и для наших зрителей, что общественная компания ГРТ, учредителем которой является Народное собрание, одновременно с этим Народное собрание Гагаузии не имеет права по закону влиять на издательскую политику, формировать органы управления общественной компанией ГРТ. Народное собрание Гагаузии, его деятельность ограничивается лишь тем, что избирает наблюдательный совет, 9 членов наблюдательного совета из числа общественности, назначает их членами наблюдательного совета, и дальше только у наблюдательного совета спрашивает, почему ГРТ работает эффективно, почему ГРТ финансово там много нарушений, или только через наблюдательный совет. Давайте поговорим о том, что происходит с ГРТ сейчас. Опять же, после того, как визит Мустяца состоялся господину спикеру Народного собрания Гагаузии. 2 года подряд об этом говорили о компании, о том, что в компании нет прозрачности, что есть черные списки, и что вообще это просто дезинформационный канал.
и радиоавтономии. Об этом говорили очень многие представители общественности, медиаэксперты и Совет по телевидению и радио. И только после визита Мустиаца Константинову вдруг Константинов впервые говорит о том, что да, мы разберемся, надо там посмотреть, что там с ГРТ. И мы видим, что несколько недель спустя после этой встречи профильная комиссия Народного собрания Гагаузии рассмотрела, что происходит на ГРТ, этот вопрос изучал и вынесла даже какое-то решение. Там, дать неудовлетворительную оценку работе наблюдательного совета и дать неудовлетворительную оценку даже работе руководства ГРТ и даже обязать там что-то сделать с этим руководителем ГРТ, проверить на профпригодность, там что-то такое было написано. Как вы думаете, как это все законодатель имеет одни права, не использует их все 2 года, когда все об этом говорили, и депутаты на заседаниях говорили, что им нет допуска на ГРТ, что ГРТ лишает возможности высказать свою точку зрения как народному избраннику. Это не только Александр Тарнавский, еще были другие представители законодательного органа. Как это вы связываете с тем, что полное невидение и не слышание никаких проблем с ГРТ, а наоборот полное управление ГРТ за 2 года. А сейчас, дескать, они плохо работают. Мустиаца такую оценку дал, повлиял или что произошло? Я не могу сказать, что кто-то повлиял. Могли ли потребовать решить что-то с ГРТ? Но я думаю, что все-таки те проблемы, которые были озвучены в связи с общественной кампанией, они носят системный характер, и эти проблемы должны были быть разрешены. Но законодатель игнорировал. Депутаты, да. Депутаты не видели, может быть, где-то не слышали. Но сейчас все-таки юридическая комиссия дала соответствующую оценку, и депутаты Народного собрания дали соответствующую оценку. Все-таки Народное собрание Гагаузии как учредитель обязаны были проконтролировать ситуацию, но ситуация с общественной кампанией, к большому сожалению, всегда была связана с политическими настроениями ВТУ Гагаузии. Было время, когда я был председателем наблюдательного совета, и в том числе обвиняли в политической ангажированности и тому подобное. Но в целом хочу сказать, что наблюдательный совет, да, контролирует деятельность общественной кампании, но создается тоже из числа лояльных представителям Народного собрания, да. Особенно председателя Народного собрания. Поэтому и возникла вот такая ситуация. В связи с тем, что уходит председатель Народного собрания Гагаузии, с учетом того, что не будет соответствующей поддержки, скорее всего, где-то постановили, что есть необходимость поменять ситуацию в общественной кампании. Но ситуация поменяется тогда, когда поменяется наблюдательный совет и когда поменяется новый состав Народного собрания. Вы знаете, вчера в информационном поле появился документ, согласно которого наблюдательный совет разрешил уйти в отпуск с последующим увольнением председателя компании. Директора, да. И вот у меня возникает вопрос. То есть председатель Народного собрания Гагаузии сделал, что сделал, натворил, что натворил, он просто уходит, и никто не может ничего спросить с него. Также уходит и директор компании. Тоже он к чему привел эту компанию? Привел к тому, что сегодня, только в этом году 234, и если я правильно помню, 234 тысячи леев – это штрафы, которые должна оплатить эта компания. Это это единственная компания в стране и единственный, наверное, случай, когда компанию исключили из списка тех СМИ, которые заключили этот договор или это… Деонтологический кодекс журналиста. Вот этот вот документ. Кроме того, мы видели, что эта площадка, вернее, ГРТ стала площадкой единственного лица, единственного человека, который через нее все свои мысли озвучивал жителям Гагаузии. И вот сегодня этот человек тоже может просто уйти. Сначала в отпуск, а потом в отставку. То есть ответственности нет ни у кого? Ни у кого нет ответственности в этой Гагаузии. То есть израсходовано 11 миллионов леев. Только 1 год, это 11 миллионов существования этой компании из налогов всех жителей этого региона. И никто и никак по закону не может спросить с этих людей хоть что-либо. По закону должны спросить. И могут спросить. Но все анекдоты из жизни. Получается так, что кого-то посадили, а кто-то просто уволился. И такое тоже бывает в жизни. Ну так у меня теперь вопрос. Просто уволился? Это похоже на побег?
Вот, это похоже на побег. Почему? Потому что с исполнительного комитета, давайте поговорим о побегах, да? С исполнительного комитета Гагаузии побеги представителей Шора из Гагаузии. Итак, первым был господин Кузнецов, который ходил как тень за госпожой Гуцул, вот просто как тень. Но я не знаю, есть ли какая-то фотография или какое-то видео, где Гуцул сама, и там нет Кузнецова. Он исчез уже, наверное, больше месяца, потому что журналисты других изданий пытались выяснить, и мы читали их материалы о том, что им ответили в Управлении внешних связей Исполнительного комитета Гагаузии, что этот человек не приходит на работу, и они не знают, когда он будет. Представляете? Заместитель начальника управления внешних связей Гагаузии, целый Кузнецов, который непонятно почему назначен на эту должность. Понятно, это человек Шора. Это своего рода смотрящий, наверное, какой-то был, не знаю. Он ушел. Был и весь вышел, по-чеховски чисто. А теперь был и весь вышел господин Дерменджи. Был, его не было слышно, но Шор знает, для чего он туда его поставил, и Михаил Влах знает. Вот только Шор и Михаил Влах знают, зачем там нужен был Дерменджи. Был и весь вышел. Следующий был и весь вышел, я не знаю, господин Петров с Исполнительного комитета Гагаузии, заместитель Башкана, да? Путаемся в их. Да. Заместитель, просто не было никакой активности, видной деятельности, и не можешь понять, он все еще заместитель там или у него какая-то другая уже должность была. А заместитель Башкана тоже исчез. Вот исчезающие, что с ними, что происходит в Гагаузии? Ну, если в сравнении... Они все связаны с ГРТ, вы понимаете? Потому что все ГРТ было в их интересах. В Республике Молдова тоже были моменты, когда люди просто уезжали за границу, меняли фамилии, имена, паспорта новые делали. Были такие ситуации. Но с учетом того, что Родина их очень сильно любит, их вернули обратно. Да? И применили все-таки инструменты, связанные с юридической ответственностью. Сейчас идут судебные процессы. И по очень серьезным делам, там, где довольно-таки серьезные сроки. Допустим, одному из депутатов грозит там до 12 лет лишения свободы. То есть тоже в свое время ушли, но сделали так, чтобы все-таки правосудие свершилось на территории Республики Молдова. Проблема не в том, что они уходят. Проблема в том, что будет ли проверка деятельности... Они не уходят, они убегают, Будет ли проверка деятельности, если обнаружат определенные отклонения от финансовой дисциплины, если обнаружат определенные нарушения действующего законодательства, могут вплоть до того возбудить уголовные дела и, естественно, применят соответствующие инструменты, связанные с международным розыском. И, скорее всего, даже если получится у них уехать и поменять даже где-то паспорта, фамилии, имена, скорее всего, там, через год, через два, их вернут на родину. А я сижу просто и думаю, зачем надо было участвовать в каких-то схемах Шора, чтобы потом убежать непонятно куда, искать какие-то возможности для своей жизни, но это решает каждый человек, кто счел нужным участвовать в его этих схемах. Наблюдая просто со стороны, мне возник еще один вопрос. То есть два человека подают заявление об отставке, подает заявление об отставке Василий Дерменджи, директор компании, и подает главный редактор, да? Главный редактор Валентина Короляк, если я не ошибаюсь, да. Потому что меньше знаю эту структуру. И вот одному наблюдательный совет утверждает отпуск и отставку, а другому нет. Тут что, да, интересный вопрос, но еще маленькая такая, один прицеп для этого вопроса. Человек, который отвечает за финансовую деятельность общественной телерадиокомпании господин Дерменджи, предоставляется отпуск с последующим увольнением. То есть на тебе деньги и уходи, убегай, исчезай, что хочешь, то и делай. Как ты тратил 11 миллионов? Почему ты, как руководитель, подписался под контрактами и выплачивал каким-то журналистам из Кишинева деньги из бюджета Гагаузии? А они обслуживали интересы Шоры, эти журналисты. И вообще все это телевидение общественное, народное телевидение гагаузского народа, оно обслуживало интересы Шора. За это Василий Дерменджи больше не отвечает, потому что наблюдательный совет позволил исчезнуть. Пока но где же законодательно? Да. Ну, вся проблема в том, что... Законодательный орган где при этом? Я вот об этом. Что касается последствий, что касается определенных процедур, что касается процесса, на это потребуется время и не день, и не месяц, а может быть еще чуть больше потребуется времени. Но я думаю, что если будет новое народное собрание, если будет новый наблюдательный совет, они смогут провести проверку,
В том числе, как уже было сказано, если были отклонения от финансовой дисциплины и был нанесен многомиллионный ущерб, а если даже там будет миллион лей ущерба, это будет особо крупный размер. И там 100% будет уголовная ответственность. Что касается вот этих моментов, что кому-то еще и предоставляют отпуск, да, в силу того, что есть к ним вопросы, я не думаю, что просто так уходят. Этот вопрос, я думаю, что со временем смогут задать уже наблюдательному совету, который принимает такие решения. На самом деле... Коллективный орган, опять же, его можно привлекать к ответственности? На сегодняшний день административный кодекс позволяет привлекать к ответственности коллективные органы, в том числе местные советы, в том числе народное собрание, в том числе наблюдательный совет. Позволяет. Вы знаете, какую вещь я сегодня заметила с утра? Так как давно не читала в Телеграм страничку ГРТ, сегодня решила заглянуть, а что же и как обстоят там дела. Потому что если, допустим, 2 месяца назад вы заглянули на эту страничку, то все то, что было написано на этой странице ГРТ в Телеграм, это были вещи, которые говорили за Шора, о его победах здесь в Гагаузии и так далее, и так далее. Но все же как победы представлялось, как успехи, да. Сегодня я увидела ровное изложение событий, происходящих в регионе. Вчера у нас в автономии побывал министр просвещения, министр образования и исследований Республики Молдова Дан Перчун. Ровно изложена цель его визита, ровно изложено событие, которое происходило вчера. Заседание Народного собрания Гагаузии. Ровно изложена информация о том, как проходило, какие вопросы заслушивались. То есть так, как должно это было быть. То, что должно быть. Значит, не так-то сложно поменять ситуацию на ГРТ. Должны прийти люди с правильной позицией, которые понимают, что такое журналистика и что такое общественное телевидение, и ситуация может измениться. Или даже их можно убрать. Еще никто не пришел. Туда еще никто не пришел. Но достаточно было убрать. Да, новый никто туда не пришел руководить, но просто теперь в связи с тем, что убегает один, уходит, просит отставки другой главный редактор, уже те, которые писали эти новости, они поняли, что крыши над головой нет. А когда крыши над головой нет, а когда указаний тебе не дают, ты начинаешь думать своей головой и делать новость так, как тебе положено по закону, как журналисту общественного телевидения и радио, как мне кажется. То есть, если бы на ГРТ, я буду об этом говорить всегда, потому что я знаю, что так это должно быть, я убеждена. Если бы на ГРТ не позволяли руководству навязывать им вот такую издательскую политику, то эти смелые журналисты сегодня не страдали бы. А так они поняли, что теперь может дойти и до них вот эта ответственность, и уже стали делать материалы так, как это нужно. Но это не исправляет самой ситуации с ГРТ. Почему? Потому что я хочу вот в завершении этого выпуска поговорить еще вот о чем. В последнее время в СМИ можно увидеть такую информацию, об этом пишут, кстати, и молдавские средства массовой информации, и наши гагаузские журналисты об этом говорят. Вроде как бы Шора вроде как в Гагаузии нет. Или Шор уходит с Гагаузии. Ну, какие-то такие формулировки в СМИ можно увидеть. Вот вы какую формулировку поддержали бы? Шора в Гагаузии уже нет. Шор уходит с Гагаузии или Шор ушел с Гагаузии? А может, 4-е? Он все еще здесь? А может и 4-е. Шор все еще здесь. Скорее всего, формулировка, что Шор пока никуда не уходит. Да, Шор здесь. Да, пока никуда не уходит, потому что люди в любом случае остались, идеи определенные в любом случае сохранились. Нельзя сказать, что сиюминутно можно поменять любую ситуацию. Из неправовой ситуации прыгнуть сразу в правовую ситуацию у нас не получится. Для этого надо будет поработать. И с людьми надо работать. Я думаю, что и в ГРТ есть очень много хороших специалистов. Если будет правильный наблюдательный совет, если будет хорошее народное собрание, то у них будет и хорошая работа. И если сами журналисты захотят работать там есть хорошие специалисты, по правилам журналистики, никто то не же мешал. самое касается жителей Гагаузии. Жители Гагаузии, поверьте мне, что у них есть определенный опыт участия на выборах. К большому сожалению, как бы обидно не было, элементы электоральной коррупции были и до Шора. Они были в других формах, но они были в других формах, да. Может быть, более скромные варианты были. Но сейчас, я думаю, что люди уже более осознанно будут подходить к выбору. И самое главное, с людьми надо общаться. Должен быть диалог. И этот диалог должны выстроить, по крайней мере,
есть у нас потенциал гражданского общества, должен быть, по крайней мере, это диалог между представителями гражданского общества и, соответственно, с каждым гражданином, который проживает на территории этого Гагаузии. Но вы знаете, вы говорите о том, что идеи остались. Но идеи не просто остались, они еще и подпитываются. И подпитываются кем? Подпитываются депутатами Народного собрания Гагаузии. Я опять возвращаюсь к последнему заседанию Народного собрания Гагаузии, когда Григорий Дюльгер говорил о том, что центральные власти страны под видом борьбы с коррупцией наложили незаконные штрафы на жителей автономии. Он предложил написать обращение в международные инстанции и к президенту, чтобы спасти людей. Это же подпитывание тех же идей, что все те выплаты, которые были, они были законными, просто центральная власть этого не хочет принимать. Ну, это старая песня о главном. На самом деле, скажу так, простыми словами, не я это придумал. Сознание определяет либо бытие, либо бытие. Поэтому в Гагаузии, как и в целом Республике Молдова, если мы хотим построить демократическое общество, правовое государство, мы должны сделать так, как должно быть. Вот, а должно быть? Это по как? закону. Но если не делают те люди, которые пишут законы, Которые находятся в отвечают за... законодательном органе, Да. они не работают по закону. Будут другие люди, которые будут делать по закону. И давайте завершим вот таким обсуждением этот выпуск. Вернусь к Шору. Вы сказали, Шор еще здесь, да? Но выбрали эту формулировку, 4-ю. Так, если Шор еще здесь, теперь предлагаю посмотреть на это, визуализируем. Предлагаю посмотреть. В Народном собрании Гагаузии Шор ослаб. Так или нет? Ну, ослаб же. Ну, есть такое мнение, да. Да. В исполнительном комитете Шора не осталось, как мне кажется, потому что кроме Лиузуна и вот этого сердечного, что вы, Илон Миронович, всегда с нами, эта фотография, ничего другого не осталось. Илья Узун тоже ведет себя очень-очень аккуратно, как стало видно. То есть его там практически уже нет. Кажется так, да, что уже нет. Ну да, есть члены исполкома, которые по-прежнему являются ставленниками Шора, они не стали другими. Но они тоже стали думать о том, что придется отвечать за что-то, поэтому их действия без активности. ГРТ, но Шор оттуда убегает. Как мы видим по тем редактору и там руководителю, который уходит. То есть, а где же он есть? Отсюда, здесь он ослаб, там его нет, а здесь он убегает на ГРТ. А где он есть, Шор? Ну, немало случаев, когда, тем более, господин Шор предприниматель, Так. немало случаев, когда меняют название фирм. Ага. Интересно. Да, могут учредить новую организацию под другими лозунгами, могут вовлечь других людей. То есть, понятное дело, что вот это фирменное наименование уже Победа. устарело, да? И возможно, что где-то поменяют название. Возможно, что где-то поменяют и организацию, и название организации. И в структурном плане, может быть, где-то что-то поменяется. Мы в целом должны говорить о проблемах. Вот что касается Гагаузии, я думаю, что Гагаузия должна все-таки осознавать и понимать, я имею в виду, жители Гагаузии должны осознавать и понимать, что если когда-то получится сделать все хорошо, то это должны мы делать. Даже если кто-то придет и что-то построит, он посчитает, что это он построил, это он сделал. Мы сами должны построить в Гагаузии демократическое общество. И вот что касается внешнего управления, если нам не нравится внешнее управление, то не должно быть внешнего управления не только со стороны Запада, но и со стороны Востока, Севера, Юга и так далее. Без разницы откуда. Если мы хотим быть автономией, то каждый гражданин, который проживает на территории этого Гагаузии, должен воспринимать Гагаузию как автономное территориальное образование. И в самом уложении говорится о том, что носителем статуса Гагаузии является ее многонациональный народ. Спасибо Не большое. поспоришь. Какое хорошее завершение для этого выпуска. Спасибо вам. Спасибо и вам. За эти разъяснения. И да, остается каждому из нас помнить о том, что в ответственности каждого гражданина ответственность за судьбу автономии. Не хотят автономии большего добра и развития те, которые приходят сюда со своими временными проектами и сценариями. Друзья,
Это выпуск «Единомышленники» на Gagos-Media. Мы, Елена Карамид и Екатерина Жекова. Говорю вам спасибо, что вы были с нами. Друзья, поставьте лайк, если этот выпуск вам понравился. И, конечно, поделитесь с друзьями. Помогайте, пожалуйста, нам развивать этот проект, потому что мы хотим, чтобы эти дискуссии были доступны всем и каждому. Чем больше будет наших подписчиков, тем шире будет наша аудитория. Тем крепче будет автономия страны, потому что мы будем знать разные точки зрения. Сегодня этого мало в Гагаузии, мы пытаемся это делать. Оставайтесь с нами, до встречи. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.